Доброе утро, бойчики, шалом, православные. Вот беда, ребята. Веночка здесь. Веночка здесь, Саня, здорово. Гляну комменты. Ну, по идее, я ничего не проебал, да? Я просто чат поздно врубил. Да, Саня, ты единственный. Пока что. Погнали. Всех с пятницы, пацаны. Древние Русь еще отмечали вчера, да? Я еще раз победили и не победили. Поехали дальше. Ладно, еще не победили. Да и хвости. Вычитание солнца, подкиньте. Андрюха здорово. Вычитание солнца, но тут передаю, что, блядь, целый день будет дождь. Блядь. Как делать? Every broken place. Шалом, рогами здорово. Всем здрасте, колышбойчики. Вот так. Привет. Что с микро и вебкой? С микро вроде нормально все, а что шипит? Бля, надо, наверное, настроить. Да, он как-то там уебично показывает. Просто микрофон, USB. Ну, с микро должно быть нормально все. Крутите. Вот вебку сам не врубил. Слышно как из жопы, да? Блять, а то вот так вот получше. Good morning, Вадим, здорово. Серега, здорово, пацаны. Спасибо, что предупредил. Я думал, что все заебись. На вебку просто забыл врубить. Вот и перед стримом настраиваю, ну и вырубаю. Вот, а потом, когда запускаю, врубаю. Далеко сидел, может, не... Я поправил провод, может быть такое, что он чуть отошел. Тихите, здесь заделали перекатку. Заебись. Где-то кто-то начал заниматься картами, прикиньте. Охуеть. Охуеть. Серега шалом. Всем здравствуйте, здесь здорово. Ебать, ты что забыл? Охуеть. Охуеть, а что он здесь забыл? Ошалеть, кись по полю поехал. Ой, пизда, пизда. Да уж, неожиданный отсос. Неожиданный отсос, где здорово. Теперь, короче, фармим шекели, пацаны. То шекели просто нема. Просто нема. Вот, ну меня вот видите, ебло только что украли. Привет, Харштанчик, не могу добить 3 отметки, 94 и все останавливается. До 94 дошел, дальше дойдешь до 95. Не ссы. Не ссы. Вот, я на нем, когда брал отметки, у нас мега охуенные бои были, мы там пиздец удавали. Ну вот. Как взял отметки, ну я объективно говоря, конечно, и голду никуда не заряжаю, и бэкпоет не ставлю. Вот, и короче, просто так взяли отметки, что-то нагиба нет. 10 букв здорово. Еще веночка, ну. Было бы сессионочку скипнуть. Хотя бы видеть, как мы борец катаем. А я его не вижу.
И смотрю, ты серьезно настроен, не то что с этим клэшном. Все на шейкере, пацаны. Все, блядь, на шейкере. Дима, здорово. Там только поаккуратнее, конечно, на то, что, кажется, могли раздавать быть здоров. Роб Замби Драгу. Будет. Будет. Ладно, давайте отдадим позицию, похуй. Музыку вроде МД. Секиров. Вчера 2 раза YouTube врубал, и эту песню нам обрывали. Тоже заказывали новое. Ссылка не идет донат. Там, короче, знаешь, как клип врубить? Это, как это? Ну, страница с донатом, да, там пишешь никнейм, ниже там сообщение, всякая хуйня, а в самом низу такой квадратик, туда ссылку с ютуба надо скидывать на клип. Туда врубится сразу же. Не знаю. Ну, значит, у них опять какая-то хуйня там сломалась. Вчера ж работало. У них, наверное, все привет, да. Так, раз, да. Прикладываем головки, да, Борис, здорово. Привет, здорово. Здравствуйте, пацаны. Ты дед мой. Дед мой, фотка из молодости перед армией. Так, 94-92. Пизда было. Ничего страшного. Хуй здоров. Больше здесь забыл. Интересно, а что он скажет, если я делаю вот так? Упалил меня в землю сколько? В землю? В землю, а я могу это не сделать. Do it, baby. Do it, baby. Пламенный Ильяс, панда, здорово. С прошедшим праздником вас, Русичи древние. Люблю вас. Подсунули, да, ему прям с разворота, подкрученный. Кейс, комфорт. Игл, это ты про что? Это песня такая? Как после Дракула будет? Ютуб не работает, я понял. Ох, нихуя лагает это все меня. Меня вроде нормально. Сейчас разберемся. Что меня по ОБС что пишет? Не должно лагать. Значит, ВК видео лохи. Или лохи. Лохи.
танках лаги, не тупи, да нормально, у меня ничего не работает, все заебись. Today I will introduce you to the R22 Pro Mini Excavator. Текирут. Вот по ОБС пишет нормально, значит интернет тоже все хорошо. Это означает, что проблема в ВК-видео. Вот. Вот. Sorry for over. Шалом нищета, здорово, родненький. Здорово. Опять. Вон. Ой, это, да? Нищета. Ты меня называешь. А у вас не выходной сегодня? И вчера? А? Погодите. Да, блядь, весор. Проги нет по переезду в России. YouTube не пашет, только Рутуб, я понял. Я понял. Я ебошу. Блядь, держись. Шалом бочки. Чупачев, здорово. Выходные 12-15 охуели. Блять, вы еще там работаете, клять, и москали, нахуй. Только пиво, блять. Никогда не слышал эту песню. Слышно, что британец поет. И все. Я ебушу. Я ебу юшем. Юрий, здорово. Паша только через разные проги, я понял. Выходные до понедельника, а я не бошу, я набойщик. Красава. Кто-то пишет, что YouTube работает. С VPN или без? Произошло. Кирилл, здорово. Я азербайджанин, мне поебать, отдыхай. Нас шеф ебаный. Ебанько, подай снаряд. Говорит, суббота выходная, а воскресенье работать, ебанутыч. Может, планы горят. Честно говоря, зачастую, да, там начальники, которые, блядь, бестолковые, они вот этой хуйни не понимают. То есть, блядь, у людей по расписанию выходной, да, даже если охуенно срочно, ты их вытащил на работу, они будут работать как долбоёбы. В голове у них выходной. Да. Естественно, ты им за рабочий день заплатишь, а выхлопа будет не как за рабочий день. Ну вот. Поэтому лучше ты им дай отдохнуть, зато в рабочий день поработать сверхурочно. Вот так вот. Бля, ебаная слыть. Огнемячки здесь заебывают. Странно, что он не впоролся. Just hard, beautiful suck. Понял. Я собачья упряжка это. Через прогу запрет, никаких проблем. Но это с прогами нечестно. Может, планы говорят, может, ебанутый, да? Ребят, говорят, планы, во-первых, это, значит, твоя проблема. Вот, за это не должны отдаваться работники. Да, это значит, что им нужно донести, блядь, нормально эту тему. Вот, и замотивировать. Если ты до этого вел себя как чмо, типа кивает, никто мотивироваться не будет.
До хера таких начальников есть, которые, блядь, что-нибудь там попросят, им там жопу порвешь, сделаешь, вот. А завтра тебя разъебут, блядь, и им еще что им там помогал, даже не закрыл. Понял, что я подъехал. Вот, такой начальник тебя попросит что-то, блядь, сделать, но если ты не согласишься, он заставит. Кабинеточка. Пахнешь как скинка. Ты ромашковый, покой вечно пьешь. А ты пахнешь как как способность влёсться надолго, бесконечно. А ты пахнешь в голове. Ты как 10 часов непрерывно. Вроде охота поиграть, но не знаю, буду гореть, там меня остановили. Ну и все, тогда не играть. Как способность влёсться надолго, Баньте тут честно. я пахну как Там были причины, как будто бы объективные. многого не попрошу. Нечестно делать здоровые альтернативы. Пластом, как будто ты Да. угомониться бы в твоих безмятежных. У людей вон бизнес, у всяких тупых шлюх, Среди ночи в инстаграмах бизнес, реклама всякая хуйня. Он забанил инстаграм. Таким шлюхам пришлось идти в исполок. Вот, а так они недолеченный невроз, протекший потолок. были не в исполке. Много лет искать было так Ну не вот. И в этом смысле тебя Вот. очень пронесло. Ты сам понимаешь, было бы не то, не сё. Ведь ты пахнешь, Непродуманное решение. как в Я так голове. сказал. Как Девиз. 10 часов непрерывно. Ты 16, Девиз ты российского ромашка, руководства — это покой непродуманное вечно решение. А ты пахнешь, как эти как способность влёсться надолго, бесконечно. А ты пахнешь, как Самое главное, вот, допустим, тоже Инстаграм, да, ну, часов непрерывно. объективно говоря, да, они разжигали ненависть и так далее, ну, Покой вечно А ты пахнешь, как антироссийскую риторику и так далее продвигали, да, ну, то есть ты не можешь в Инстаграме написать резать негров, допустим, а резать русских ты можешь. Вот, конечно, это, блядь, неправильно. Но обычным россиянам столько похуй. Вот, если бы им было не похуй, они бы перестали пользоваться Инстаграмом, если бы они сильно заделись. Правильно, правильно. So have yourself a happy, safe holiday. Thank you. Что касается Ютуба, ну там как бы больше вопрос в том, то, что антиправительственная пропаганда там очень сильно, очень-очень сильна, да, а проправительственные всякие блогеры и так далее, они как бы не в почете. Вот, соответственно, я думаю, что раз уж у нас все рыночное, да, экономика рыночная и так далее, наверное, надо было создать такую конкуренцию и такую среду, в которой правительственные государства, эти, как там, проправительственные блогеры и так далее были бы сильны, а над заграничными смеялись бы, да, которые работают за заграничные деньги. Но это слишком сложно. Во-первых, а во-вторых, что мешает всяким ублюдкам делать каналы на рутубах, вот я тоже не понимаю. Вот. Непродуманное решение. Ебля в курятнике. Ебля в курятнике. Кто смотрит через VPN, то не тайно давно, да. Даже он Песков тоже постоянно говорил. Он такой, блядь, VPN не запрещен. Я через VPN все. Вот, блядь, парадокс на парадоксе. Никита, здорово. Поехали по парню. Боечек на мышке. О, сука, ну давай. Ты здорово. Эта песня ёбнутая. Ёбнутая, шо в оригинале, что не в оригинале. Оу. Оу. Музяка перебивает. Музяка громко играет, вот что вам скажу. Она вечно заглушаю. Заглушаю РВС. Она щелкает, разливает по бокалам наши красным. Я
ебаный маус, блядь. Красная Сымин. Еблю с бабушкой. Celebrate, suck dick. Минеточки надо русские народные песни петь. У меня голос подходящий. That turns me on. Тебя бабла подняла бы. На фитах с Кадышевой. Bondage, lube it up. Not the Ебать. Во. Просто у нас не умеет решать нормально проблемы. И старыми маразматикам, когда что-то не нравится, им проще запретить, чем... Ну, потому что это сложно, это надо мозги прикладывать, чтобы продумать решения какие-то. Это же, по сути, определение ума. Возможно, самое примитивное, да? Возможность предугадать последствия тех или иных действий. Соответственно, ты создаешь какое-то действие и должен продумать последствия этого действия. И всякие негативные явления нивелировать. Вот. Окей, может быть, могут продумать, но зачастую негативные явления придется решать за счет денег. Денег нету, блядь, все в стране. Вы ну выдержитесь. Вот от этого и хуета такая начинается. Запрещать без альтернативы, да? Да. Но оно понятно. Тоже, знаете, допустим, нормальное здравое решение было бы какое. Влить бабла, например, в Рутуб, создать полную альтернативу Ютубу и потом запретить Ютуб. Вот, но вы же понимаете, что, блядь, если пока YouTube не запрещен, альтернатива не получит развития никакого. Это то же самое, что вот iPhone продается в России, альтернатива айфона не будет, ее невозможно создать. А если его перестать продавать, да, то какая-то альтернатива здесь вырастет. Непонятно, равнозначно или нет, но какая-то вырастет. Вот, есть, конечно, отдаленная логика в этом, но, блядь, смысл один, короче. Вы приняли политическое решение, пострадало население. Вот так население не страдало, а так оно пострадало. Во-первых, во-вторых, опять опозорились, не смогли нормально заблочить, он все через VPN сидят. Развивать свои сервисы, да. Денег в стране. Курни клюют только они у 3% населения. Да. Да. Как не перебить им YouTube рутубом. Ну и, кстати, такая платформа так называемая. Точно копия Ютуба российской сборки. Вот, о ней никто не знает, блять. Она работает вроде как нормально. Но опять же, о ней никто не знает. Вот, и, блять. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, что можно сделать платформу, которая будет пиже Ютуба. Да. В первую очередь надо что правильно? Заставить туда заливать контент. И заставить делать так, чтобы люди не заливали его на YouTube, например. Что нужно для этого сделать? Дать какие-то условия для рекламодателей, да, чтобы монетизация видосов была мощная. Да, где-то там подкормить кого-то. Ну, опять же, надо человек, даже группа людей, которые шарят. Вот. И что самое главное, поставить там нормального начальника. Где нет нормального начальника, вот, который будет, блять, лауреатом этой, как это сказать, ордена Трудового Знамени Красного. Ну, то есть нормального начальника, блять, работоспособного, я не знаю. Я даже не знаю, где сейчас могут в России выучить на нормально, как сказать,
из обычного Лёшки нормального руководителя. Вот все руководители, он как трава в поле растут. Вот они не подготавливаются на государственном уровне. Соответственно, блядь, тут можно говорить. Да. А жопа гнет с головы. Он так и получается. Бабки есть, а управлять ими некому. Вот, блядь, вот. Ебать, блядь, 250 пробить, я его не пробиваю в щеку. У тебя 200 миллиметров там. Может, дали 250 в морде. Опять сосали. Виновата ли я? Не знаю. Ну, не знаю. Страна отстала от развития лет на 70, и чтобы им нагнать, нужно бабла вложить немедленно. Инвесторов заграничных приглашать. На все, что делает наше, все превращается в mail.ru. Я думаю, что это, блять. Ну да, да. Ну типа вот бабло влили, управлять нормально баблом некому. Получается mail.ru. Вот. Вот. Не знаю, это, блядь, надо решать с самого днища. Воспитывать как-то руководящие кадры, блядь. Вот, чтобы люди понимали вообще, что куда делать и как. Я хуй знает еще, как это делать. Это, мне это кажется невозможным. Я вот что скажу. Вот руководящие кадры должны быть подготовленные и умелые, и охуенно образованные не только, блять, да, в госконторах, но и, блять, везде в руководстве, в политике, везде, ну, блять, что можно говорить, если у вас депутаты идут, всякие спортсмены и так далее, ну какие из них руководители? Это известные люди, но какие они нахуй руководители? У них опыт есть в руководящей деятельности. Да. А принимать вам решения надо руководящие. Вот. Вот. Ну, типа, ладно, хуй с ним. По сути, ситуация из 90-х особо не изменилась. Уважаемый Путейн остановил бешеное падение. Да, оно, конечно, в рост не перешло, но падение остановилось. Наверное, хотя бы так заебись. Спасибо, что хотя бы так. Доброе утро. Хорошо стрима. Меня начальник Лёшка зовут. Ох, блять, ох. И есть мне прям тачку. Нас все равно в цыган тогда ТП берут за жопу, потому что налоги не платят, а пытаются как-то сделать прозрачным, чтобы видеть, сколько им от рекламы идет. Ну вон. Ну вон. Когда красавчики за 30 лет терпели, зато сейчас раком весь мир могут стать. Ну, у них и свои альтернативы Ютуба и прочего. Но у них, во-первых, организация государства на сумасшедшем уровне. Что не сфера, там, блядь, успехи сумасшедшие. Вон всякие дети на Маска дрочат. Вы поинтересуйтесь, какие достижения у Китая в космосе, например. За последние, не знаю, хотя бы лет 15. Вот он, блядь, социализм. Некоторые легкие пиздят, что это не социализм, нихуя. Вот, надо понимать, что идеи Маркса достаточно древние. Видимо, китайцы решили, что некоторые часть капитализма можно к социализму и привить. Вот, ну, поскольку у них все получается, наверное, это имеет какой-то смысл. Что деградируя в танки пришли, а не бакалавра получать. Ну и все, в Китае коммунизм. Да. Ну просто многие люди считают, что не коммунизм. Ну, объективно говоря, там капитализма много, да, этих как так сказать. Ой, ну вы же сами понимаете, там есть люди, которые сверхбогатые, да, там
частные компании, крупнейшие и так далее. Вот это все, ну, согласно трудам, да, социалистическим, это все капитализм. Вот, но в этом-то и хуйня, что я думаю, это просто новые идеи развития социализма. Вот крупные компании один хуй так или иначе государству принадлежат. В Китае не коммунизм, там просто однопартийная система, как у нас. Понятно, но, во-первых, у них же везде там... Ну, короче, это социализм, в который запустили очень много, как сказать, капиталистического. Вот. Надо понимать, что допустим, у нас понятие социализма, оно вот на основе трудов Ленина там и Маркса и все. Вот никаких новых идей, никаких новых трудов никто до сих пор не написал. Прошло он уже, считай, 150 лет. В Китае, очевидно, есть новые идеи по развитию. Вот реформы они делали, да. Соответственно, думали, что куда, как правильно это все организовать. Вот так вот. Вот так вот. Насколько я знаю, даже в самых крупных компаниях, да, там всякие Алиэкспресс, всякой этой хуете, там все равно контрольный этот... Ну, короче, государство может иметь контроль над ними там по закону, если они там совсем охуеют. Насчет акций не знаю, но смысл такой, что типа контрольный пакет акций у них, и если что, вам жопа. Смысл такой, но только там на государственном уровне. Вот вы говорите за Китай, какой он пиздатый, Россия каждое десятилетие в каком-то войне участвует, это огромные расходы и удар по экономике. Да, все верно. Мне интересно, почему таким образом Китай не поддушивают. Видимо, не ведется на провокации всякие. Вот Россия стабильно, да, там всю историю. Душится, блядь, и душится со всех сторон. Вот с учетом того, что... Да ебаный рот. Ой, ладно, хуй с ним. Тут опять дискуссия на 200 часов. Как песни за 1000. Юблэк, а это не поставишь. Ты руками написал? Не поставлю. Там в очереди он песен Хуева гора. Заказывай забаву. Здоров, зашел на стрим, попал на урок истории. Да, Владимир. А у нас нету нормальных бизнесов, потому что если он будет успешен, сразу отожмут. Может быть. Но есть же люди... Ну хотя да, те же Тинькофф выходит. Ну Тинькофф уже продал, никто не заставлял, приболел человек. Галицкий, Хуялицкий и так далее. Ну типа да. Понятно, что вы хотите, у нас была контрреволюция 30 лет назад. Еще лет 100 будет ебатня, а потом оно как-то выровняется. Потом оно как-то выровняется. Не всегда здорово, языка. Выше уже ушло. Ну там в очереди, если оно есть, оно врубится, я думаю, или нет. Широка щека. Там 2 песни Толяна и все. Ну давай вробим, fuck you. Там дела, менталитет такой, идет падки на бабки, от бомжа до депутата, Нечестно, нечестно.
Сейчас еще ремикс на час рублей. Это на пазу поставил. То песня потом будет играть. Песня вроде не плохая, кстати. Ну, валит. Ох, блядь, ох. Ох, блядь, ох. Литр love you. Просвещает на... Слишком длинное видео, Толян. Не пропустит. Ремикса на час пихнул. Там 8 минут ограничения. Сучара. Сучара. Надеюсь, курва ляровая. Ты чё грустишь-то? Наверное, все будет. Да, я что-то это... Еще не проснусь никак. Вчера опять лег. Пол первого. Дал фейс 30, блядь. И так уже, не знаю, дней 7, наверное. Требуем гач. Ну там по очереди, пацаны. В рамках очереди будет. Давай за баллы все отыграет, я врублю им гач. Можете эти бандыч свой надевать. И кляпы тоже протирайте тряпкой. Все будет. Варенье здорово. Ой, блин. Что за трек играет? Скажу, хорошо, талантливая песня. The Black Case. Too Afraid to Love You. Наверное, слишком боюсь любить тебя. Так. Господи. Меломены эти. Ну во. Во. Тоже неплохая песня, я думал. Бахает. Dick in your dream. УС, блядь, я получается по 6 часов сплю, да? Каждый день, нахуй. Сука. Мне в этом бою заняться нечем. Слушай, но...
Hit me. Короче, здесь выкачусь, я могу в очко поймать. Могу поймать бревно в очко. Ну-ка, давайте заедем, значит. И эта модель не торгует нихуя. Его ебут, он никогда же не находит. Найдите того, кто вас ебет, ребята. Охуеть, вы видели? Все четко за щеку зашли. Тай 5 хэви, вы заебали, блядь. Ну давайте сыграем. Как он закидывает, пиздец вообще. И все туда чик-чик-чик за щечку. Агент Леста, да. Да, личинка Лесты. Еба. Алест Ксей. Алест Ксей Сагдиков. Ой, типа, ну все. Контракт закрыли с Лестой. На мыши был. Меня отпиздили. На Рекалуфе. Алист Ксей Сагдиков. Подружка это моя. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Прикольно, где ты песни берешь такие? Хиты для работы в эскалаторе 2024, да? Это та пластинка. Я ее узнал. Блять, второй раз заказали. Сука, вы охуели. Походу еще. Подтягивай. Сидел здесь просто чучелом. Ебать, надеюсь. Зафейлил говна! Говна! Он зафейлил тычку, грязная пизда. 2025. Ну, я с 24-м перепутал. Со сборкой 24 года перепутал. Извини. Это 3 катки на тайпе, окей, блядь. Ничего тут нет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я бы его начекал, наверное, да? Будешь так дерзко базарить, Игорь, и все было захавить. Блять. А ты, Катейка, что поел? Вивьянина. Ночью шторы там пытался скинуть опять. Ты. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, папка тайп. Все песни, что заказывали, проиграли. Я понял. Ну, давайте с чего начнем. Что он тут предложит?
Fisting is 300 bucks. My anal. Ай, как будто бы тебе эта прическа больше идет. И госпожа, кстати, тоже сказал, что мне заебистая прическа. Ей нравится. У меня в ВК Play лист открыт. Можешь зайти послушать. У меня нету чего-то конкретно. Слушай, что нравится, я понял. Погаче отставить, там песня забыла. Ай-яй-яй. Я ВКонтакте не добавлял музыку лет 6, наверное. Вот. И плюс еще до хера что там поудаляли за права. То спокойных дорог в перемешку, короче, разноплан. Ты молодец, у тебя вкус хороший. Таким бич. Тут мне открывает, но ссылку вроде скопировал. Хорошо. Ну, вроде играет. Ты похож на Чарли Пеннема с этой прической. Я не знаю, кто это. Я блядь, на кого-то не похож. От Райана Гослинга до... Кто там, нах? Кого еще сравнить? Какие-то, блядь, боксеры, там, хуёры, там, пиздец. Эти, как его... Блогеры, блядь, какие-то. Какие-то, нахуй, блогеры. ВК музыку не слушаю. Я музыку, если врубаю, только на ютубе. Вот, и на стримах. Вот так в свободное время не... Но если совсем пиздец, вот Анька тренируется, я ей врубаю какую-нибудь помощнее музыку. Либо если хихи-ха-ха, на чем-нибудь готовим, там, я ей Евроденс 90 врубаю. Настроение было. Я раньше всегда под Евроденс 90 стримил, но не считая... Ай, нахуй. Не считая этого... Когда гачи закажут. Радио Дач. Радио Ваня такая еще есть. Хуйта. На работе бабы слушали постоянно. Гороскопы те ебаные. У нас же в городе каждое животное верит в гороскопы и блядь, слушает все. Каждое уважающее себя животное слушает гороскоп. Радио батя черт. Разговорное радио батя черт. Рофлим жестко. Рофлим жестко. Время черт года, да. Ви. Дайте подожму. Потому что мои колырбойчики не могут. Папка тайп и сейчас подъедет, накажет всем жопы. Просто свертухи. Просто свертухи. Просто как дела? В кепку, you know. Да. Хорошо. Fisting every day. Чем же занятый еврей? У него фистин every day. Так, ну давайте поймаем его на голдострельстве экраном. Украном. Пошел нахуй. Вот и все. Вот и все. Вот, ну поскольку он больше не нужен, 30 хп этих нас не интересует.
Истин anal every day. Мне побыстрее свой пердачок жирненький какой-нибудь сейв завести. Чем дробина не заебал. А здесь у нас уже будет ФГС. Не оставляй чертей в жопе, да, не оставляйте, ребята, чертей в жопе без присмотра. Не нагоняй уже. Светловск ТВ так советовал. Покингслейвск ТВ. Кто-то вчера говорил, что тайпа покупать не будет, обманул получить. Не, я вчера сказал, что это... Сказал, что серебра нету. Сидел там, продавал всякую хуйню с ангара. По итогу купил. Но тогда, типа, не получалось. Ой, блин, как птички летят. Тогда не получалось, тихо. Если я продавал, у меня было 8 лямов, купил тайпа. Вот мы и здесь. Там гриль уже возбужденный катится. Пойдет. Пойдет. Алекс опять на коленях, все. Пятница как-никак, утро уже пиздец. Не возле этого стоят. Возле магазина с ноутами уже играют пьяные. Еще 2 боя на этом дерьме. Мышь взял. Мышь пиздец, мышь уебище полная. Полная. Атма здорово. 300 лет. latex Эх, блядь, латекс кожи, пацаны. morning. Stick finger. Bad. Loop. Sex. Люк. Steve Rambo. My ass. Suck dick. Latex. Юродивый сагдик и латексный крест. Fisting. Anal. Palm shot. Fisting. Boy. Блядь, земляне, они уже вкатили, сука. Bondage. И так бандыч подожгут. Мы вдвоем с Фашом. Фош уже почти в ангаре. Чемоданы собраны. Ему дали уехать, заебись. Нахуй надо потерпеть до 10 и спать ложиться. Вивическая орда. Может быть, мне в очко начать? Нет. А кто меня начекал? А, я понял, заебись. Заебись. Вот они, их было не видно. My anal. Черная заводь моего анала. А меня не видно.
Потому что здесь черная заводь моего анала. Непроглядная. Непроглядная, блядь. Блять, вот, казалось бы, такой жирный сарай, как его можно было сделать настолько критосборным? Бомж этими кумулями своими плюет по экранам и глотает бандыч. Блять, курсы стрельбы от бомжей Первомайского района. Warning. Там где на ТХП, куда он не стрелял, чучело это? Ебать, он бабехами стрелял. Ain't no. Ну окей. Голда для пидоров. Чей актер? Я утром, признаюсь честно, в Юшатим звонил. Вот, там не связанная пьяная речь была, но мы договорились на подставуху. Мы договорились на подставуху, вот он, походу, нашел меня. Неудачник, блять, на ВЗ. 300. Да, я же говорю. Вот, это дежурная команда по донату ХП из Юшатим. Утром еще не ложились спать, пацаны все еще бухают. Я еще в щеку хотел кинуть, но видимо вышла за лупа. Пока не услышала ту самую музыку. Дуэйнл не таян. О, еще один. Ёбаный рот этого на СВС. 4 нахуй. В никуда. В никуда. Ой. Ладно, что с тобой. Прикольно. У меня тоже спидили тычку. Уху! Надо было этого дебила. Но я не знал. Я, честно говоря, думал, что я успею, может, про джет поймать. Казалось, хуй. Там реклама, пацаны, была, извините. Так, еще Гачи Мьюзик просили, да? Чудище ВН. Поставухи, да. Поставухи в прямом эфире. Батя Тимохи не рассказывайте, то будет жаловаться. КамАЗу. Пожалуется КамАЗу, блядь. Чудище ВН. Хороший бой. Ну, я троху раздал, хуй бы с ним. То этот КМС. Короче, это стример. Вот. Как Клумба, только с усами и 40 лет. Вот. Ну, он типа не крупный стример. Вот в бабочке. Ну, он реально в бабочке сидит. Где? Это пожилой Клумба, да. Так Клумба вернулся из будущего. Блять, я не понимаю, кто, люди, кто носит бабочки, нахуй? Почему нельзя носить галстук? Я не понимаю. Гладит мой ОС. Джеброни Джерков. Там ОС и Колумба нет, но... Бабочку завязывать не надо. А, блядь, галстук там не сильно трудно завязать. Это 10 раз завяжешь, потом завяжешь его на изи. Вот. Но я завязывал галстук только на празднике, но, блядь, даже я по памяти завяжу.
То, во-первых, также есть галстуки для долбоебов, которые просто завязаны продается. На этих вежливых, ласковых и с губками крашенными развелось, я бы таким по голове кирпичом дал, осуждаю. Ну, смотреть место такое почему-то. Хотя вроде должно быть все нормально, да. Ну, мне, короче, меня бесит. Я думаю, что они лапки друг друга выбривали бабочки на копчиках. Что на горле, то и на копчике. На моей памяти только комбо, но теперь и КМС, ну вот. Шлычки пожарили, видите, я не жарил. Что, снова какая-то обновочка? Нет. Ну, вчера выходила. Мертвый здоров. Какой красивый танкист. Вот еще мой жопу не видел. Бабочку можно на член надеть, можно. Можно. Когда к тебе на собеседование идет секретарш. Вчера обновился, а сейчас захожу, снова качает 600 метров. Вот качнул однажды, качнешь и дважды. Когда тебя на базе потерплю. Гитбой. Утро. И нет не рубанули. По пятницам укрыня такое там. У них новый график. Не что ты говорил? Так, у меня там пацаны стрим смотрят, интернет не обрубает, все. Завтра дойдет до Лукашенко, если блядь, не послушать. Точно, да. Да, ему по броню еще качественную. На время стрима перемирия, да. Абсолютно. Спасибо, что до базара нет, пацаны. Вы нам палатку закрывайте, но завтра договариваюсь. Да? Можно ничего за границу уезжать. В Беларусь заезжай. А тебя в Беларусь пускают или нет? Или дружественные страны не считаются? А то есть что-то знает. Мне кажется, или здесь тоже хомик этот залепили. А здесь от мрака. Ну да, здесь морду забираешь, он стоишь. Гачное рандово. Жаль, рикошет, конечно. Я парень бывает. Ну, сложнее, за 500 рублей может договориться, да. Тимоха, здорово. Бать, привет. А у Тимохи мамка есть или нет? У Рима что-то, блядь, каждая пичка в АФЛ. Я их толком даже не вижу. Ебать, я их толком не вижу, он мне напихивает, смотри. О, давайте мы таблетки для подкрутки ебанем. Естественно, Беларусь считается заграничной командировкой, ебать.
Он, походу, единственный человек, который работает. Может, и на мамке нету. Батя долбоеба ушла. Иди ты нахуй своей мойкой. На автомойке. Не к автомойка, там просто тетка моет машину. и всё. Что на работе произошло? Скоро пойму новые испытания. Пора бы, блять, конечно. О, welcome chat. Из таблеточку кальция дососу, пацаны. Нахерово помыла ему ОС, и он обиделся. Вызвал ее на автопсу, да? Под Тимохи на улице назвали обидчивым доходяга, он обиделся и вызвал к автопсу. Бомжа возле магазина. Их пора кто под жопу моет. За деньги, да. Таблетки до потенции нам. Надо пить каждые 5 минут, чтобы раз в месяц вставал. Сто процентов он про пиздобойся. Есть инхой. Блять, ну я вам больше скажу, ну вот, допустим, вот, например, не знаю, вот, допустим, Толян был бы, да, у него канал, где он там занимается расследованием всякой хуйней. Меня обидели. Меня другой стример обидел. Назвал меня бичем пылесосом, если быть точно. Я такой думаю, блять, ну это не серьезно, конечно, надо придумать всякую хуйню. Придумаю, что на моего малолетнего сына пиздели всякую поеботу. Вот звоню Толян, говорю, блять, надо срочно протащить через тебя другого стримера. Он моего малого назвал хуесосом. Скажу, блять, заебись, а чё я в видео скажу? То, что тот стример не прав, а твой малой не хуесос, ну чё мне, блять, делать? Блять, сделай что-нибудь, хочу его разъебать. Скажет, блять, ну типа надо что-то еще. Ну что, блять, за хуйня? Во-первых, а во-вторых, нахуя я буду делать контент про, ну хуй с ним, да, там Тимоху рекламировали, хуй сколько. Про Гачеслав никто не знает. Ну нахуя оно надо? Ай, пойду к КамАЗу жаловаться. Я пойду жаловаться к КамАЗу. Вот у него есть связи с разработчиком. Вот я не обиделся, но пойду жаловаться к КамАЗу. Для смысла нет. К ним что-то уже спрашивать или оставить. Я вам сейчас скажу. Если кто забыл. Так вот, у нас оперативная дежурная баба в отпуске мы никого не уведомила и свалила за границу в Абхазию. И выложила оттуда фотки командир Вахы. Ее и вообще всех, кто в отпуске, срочно отозвали с отпуска Фейса. Вертят командира, эту дуру и всю часть вдоль и поперек. Заебись. А в чем проблема? Ты же когда едешь в отпуск, ты контрику заруливаешь и все. Инструктируешься, типа. Фотки из Абхазии. Блять, так я когда в Абхазию ездил, на границе там штампы не ставят. Вот. Ну то, что во ВКонтакте выложил, это, конечно, фатальная ошибка. Фотки с геолокацией, пиздец.
чтобы автобус принялся. Именно нужно денег занести, да. Вот там мойка ебашит 3 смены. Люб. Люб. Как ты переведи все золото и серебро. Можно и так. Если валишь за пределы гарнизона, пишешь рапорт, а если за пределы страны, то с разрешения фейсов на СВО. Ну, понятно. Но у нас вот даже без СВО была такая хуйня. Да, ты хуяришь за пределы гарнизона, пишешь рапортец. Тебе его подписывают, все, ты на выходные можешь ехать домой. Я служил в 100 километрах от дома. Если ты едешь за границу, едешь, ну, с ФСБшники, у нас КГБшник. Едешь к ним на инструктаж, блядь, они тебя инструктируют, все, ну. Все, ну. А потом проверяют паспорта. Ты поехал, ты инструктировался, скажешь, ты едешь, допустим, в Россию. Проинструктировался. Проверяет паспорт, ты в Польше был. Тебе пизда. Тебе пизда. Охуенный прототип. Да, мне заказали эту хуйню. Я, наверное, уже лишний бой еду на нем. Она нихуя не писала, никого не уведомляла. Ну, это пиздец, конечно. И это засос. Просто в крысу съебала, выложила фотки сделок. Нахуя фотки выкладывает тоже? Если она не выкладывала, хуй бы кто догадался. Он уж и... Потому что я когда там был, мне штамп не въебали. Вот. Ну, может, мне повезло, я же рассказывал, да, что там тетка у меня в очереди не ставила, а в других очередях вроде что-то ставили. Еще здрасте, большой толстый хуй. Фабист. А ты в отпуск сходил в этом году или нет? Может быть, такой же тебя хуй отпустит. Ты засосал вот это. Я видел это. Висит. Untergehen. Бля, такое же чучело хует. А, не пробивается, охуеть. Курлык. Уже был в отпуске, ну и все, хуй с ним, забей хуй. Да, кличка вместо ника не нравится. Есть смысл чисто позаебать и прокомал еще. Ну вот он сам себя закопал, блядь, теперь заебывайте его. Его же, блядь, выражениями. Пускай сосет, сам виноват. Мудрый учитель был батя даже. Не факт, что прочитает. Батя все прочитает, просто он, блядь, хуй ответит. С таким батей, блядь, мудрыми не напасешься. Нихуя себе он не шьется, пиздец. Пиздец. А что там в скосе 300 миллиметров? Камон, бэйби, соляви. Сагдик со мной, я делать дергут. Ай, бля. Да, пизду в гусли попал. В соседней комнате сидит на комете еще, да. Но батя стопудово никогда не сидит с Тимохиного аккаунта на стриме. Стопудово. Я вроде на RU6.
Пизда, ну это мем. Надо было тогда шотную мусорку это добирать. Все начнется с той самой музыки. Яндекс Музыка. Разбирай чемодан. До Италии рукой подать. Пистолет. С сочной говядиной и чикен Милано с цельным куриным филе. Итальянское турне начинается с Макса. Хорошо. Сагдик со мной я делать заргут. Пизда. Ну вот, блядь, что это за хуйня? Секите, я туда не... Там не экран, ничего. Угол охуенный, какой не пробил. Выломать бы их и поставить вместо бати Хэрингтона. О, это будет скандал. Это будет скандал. Это будет оскорбление. Это будет страшное оскорбление. Вот он, блядь, шьет. Ну ладно, хуй с тобой, говно. ПВП с бати Тимохи на С7. Вот тоже какого хуя. Но в такой угол я в борт его не шью. Бабаха, ебни его, умоляю. Спиздили 2000. Ор будет выше гор, блять, все. Он пойдет жаловаться всем, нахуй. Даже прохожим. Меня взломали. Меня оскорбили, меня поставили фотку Харрингтона. Епик здорово. Да ему везло, пиздец. Как можно было бы ЛД не пробить? И, блять, этот через каток ББХ 300 миллиметров. Так как я вчера не мог пацанам на тайпе сбить гуслю. Прикиньте, на. Просто не могу сбить и всякое. Блять, мне Т-54 убивала гуслю. Убийца, мое почтение. Когда точно подтянет КамАЗа, блять, все. Только не КамАЗа. КамАЗ, блять. КамАЗ пришлет эту бабочку в крае. Выйдет на траповой. Виви. Все, сдается, слышь. Секс на автомате. Так звучит секс на автомате. Ебаный ты окунь нам. Убийца нервной системы. И. До их проехен. Под шконку, дружок. Готов пирожок. Токсик. Путайн танцует, молодец. Master band. Dungeon Master. With your hand. Come. Ass. Dungeon Master.
Где прокатка нахуй? Don't do anal. Let's celebrate and suck. Ну вот пирожки, блядь, просили взбить, не ломаются. Пирожки, консервы и хлеб, you know. Под школку гейбой. Мегатрут. Ой, сбил звука. Охуенно, охуенно. Еще озвучка в тему, you know. 300 гача баллов, пиздец. Александр здорово. Как бои? Да, пойдет. Пойдет. Pocket face. Толян, спасибо. Алло. Вчера в рандоме видел маусу двумя столами. Говорят, его 320 кумули в башне ебать. Хорни гейбой. Лето маус на Родонову. Ты шо там, Сань, себя балла накрочишь же? Сделай минимальный донат 5 рэ, мы тебя заебем. Да, я уже понял. Минимальный донат 5000, пацаны, все. У него x10. Ну, платную подписку покупаешь, и самые жирные подписки, там x10 баллов. Вячеслав может приседать раз в 2 дня, бля, походу. Если вы будете баловаться с подписками, то... Доната уже не будет, так сеймин. Зато донаты будут по 5000. Зато все можно рассказать, что мне минимум по 5000 доносит. Порни, гейбой. Ну ладно, там вон 50 рублей минималка. Уже 3-й год. Раз в год, да. Минимальный донат, пацаны, все 5000. Но если столько нету, можно и меньше занести. По щекам стучит гейбой. А там скосик можно какой-то? Ёб твою мать, ничего себе, там танк. Глянь первый твой стрим. Ну я там некоторые стримы, я помню, сильно переживал за то, что у меня музыка играет. Я их скрыл. Но, ну, короче, там где-то стримы, в которых музыка есть, они там скрыты за первый, не знаю, год-полтора. Вот, но первый стрим, да, там первая пачка стримов, возможно, и висят на канале. Может быть, и висят. По щекам стучит фэткок. Животина. Залп на 500, но это же смешно. Боти звонит, я. Во.
Шишка в зоне риска. Алло. Здорово, пап. Stick finger. Master. Come. Ну, трохи есть, а что ты хотел? Gay party. Oh, master. Back cock. Ну, не вопрос. А мама же говорила, вроде на выходных надо будет. Не. Ну, хорошо, во сколько приезжать? Back cocks. Gay party. Ну, набирай. Master. Back cock. Ну, набирай тогда. Я подъеду, не переживай. Ты на даче? Back cocks. Ну, если что, набирай, подъеду. Ну, короче, ты это набирай, там разберем. Ну, давай. Back cock. 15 anal. Бля, надо ехать, короче. Мать там пасеку продала. Надо ехать в Чермет загрузить батю помочь. Do anal. Вот Вячеслав будет сдавать металл. У Вячеслава дела, блядь, сделка по металлу. Серега, здорово. Батя сына... Узнал, что сын стал зажиточным слоем и просит. Сарница бульбу, смотри. Так, привет. Как дела у тебя, настроение? Да, все как всегда. Алло. Back cocks. 15 anal. Gay party. А, да если ешь на машине, если что, подъеду. Master. Ну, Back cock. ну. Вот, короче, блядь, сделка по металлу, пацаны, у Вячеслава. Надо ехать пчел определять. 15 anal. Мамка, короче, оказывается, еще в том году пчел продала. Одна семья оставалась. Они этой зимой замерзли, на пчел нет. Master. Back cock. Вот, надо ехать в неплановое гей-пати. Да, у нас будет гей-пати, надо поебашить. Будьте здоровы, пацаны, блядь, Вячеслав думал выспаться, охуй. Охуй. Ну, рогами мы почти за 50 рублей. Спасибо, пацаны, за подогрев. Я хуй знает, поскольку освобожусь. Вот, ну я, короче, вечером напишу, если не будет стрима. Будьте здоровы. Будьте здоровы, you know. Реданимся быстренько. На КМТзника пойдем. Make me come. Fuck me, come. Ну и что там, рейд не идет? Что-то рейд не заработал, пацаны. Не сработала хуета это. Ну да ладно, я пытался. Я пытался. А я нажимаю еще раз рейд, и там пишут, что соси хуй. Ну, короче, 2 раза подряд нельзя нажать. Все, счастливо, бойчики, лабидап.